Калабалыке отразилась вся эпоха с ее обычаями и традициями, молниеносными переменами в политике и устойчивой воинской практикой, с человеческой жестокостью, высоким состраданием и чувством чести. Сегодня мы с вами заглянем за кулисы официальной науки, которая рассматривает Калабалык как завершившее долгий политический диалог сражение между шведским королем и его окружением с одной стороны и турецкими войсками с другой. Однако здесь полностью игнорируется роль главных героев этого важного события – хана Девлет-Гирея и его соотечественников. С вами Андрей Самиль. Это программа об истории крымских татар. Политическая катастрофа 1711 года, а иначе хан и не мог оценивать Прудский договор, заметно сказалась на крымско-шведских отношениях. В очередной раз эти два лидера встретились в обстановке строгой конфиденциальности ровно через 10 дней после заключения мира для того, чтобы обсудить дальнейшее совместное действие. Карл XII полагал, что он в состоянии склонить султана к выступлению против России, предварительно заключив шведско-крымско-турецкий договор. В него должна была входить статья о неподписании русскими сепаратного мира с одним из участников до тех пор, пока Петр не примет условия 3 потенциальных союзников. Хан прекрасно видел, насколько Карл не обеспечен поддержкой других европейских королей. Девлету была предельно ясна утопичность поставленной Карлом XII задачи. В то же время король по-прежнему мог быть полезен для обуздания лидера тогдашней России. Но кипучую энергию и блестящие полководческие способности он мог проявить лишь на полях сражений, где равных шведскому королю просто не было. Отношения хана и короля постоянно были напряжены, и только после подписания окончательного варианта Прудского договора напряжение несколько ослабло. Возможно, этому способствовало возрастание общей опасности. Русские снова готовились к агрессии на юг. Пока всеобщее внимание было приковано к проблеме возвращения Карла к своей армии, русские все более усиливались в Польше. На протяжении лета 1712 года в Стамбул исправно сообщали об этом крымские агенты на территории Речи Посполитой. И когда хан в сентябре подал султану очередную сводку, то терпение турок стало подходить к концу. И даже недруги Карла и хана в один голос заговорили о том, что если русские в ближайшие недели не покинут Польшу, то непременно быть войне. На заседании Великого Дивана 31 октября 1712 года было принято решение об объявлении России войны. Но военных действий не наблюдалось на протяжении всей зимы. Причиной тому были необычные холода и крайняя непопулярность новой войны во всех слоях турецкого общества. Султан стал склоняться к новому миру с царем. В ту же зиму Девлет-Гирей активизирует свои контакты с украинским казачеством, а Карл, получивший значительную сумму от своих французских союзников, передает деньги на курени и шлет табуны коней, рассчитывая на политическую и военную поддержку в будущей кампании. Но такое решение проблемы явно не устраивало союзника Петра, короля Польши Августа II, который при мысли о появлении нового могучего врага не могли не охватить самое тяжелое предчувствие. И он начинает переговоры с ханом, склоняя того к предательству. Понятно, что для Гирея такой поступок был немыслим по двум причинам. Во-первых, хан был человеком слова, а Карла считал своим другом. Во-вторых, это усилило бы основного врага Крыма, царя Петра. Посланный для переговоров представитель польского короля был изгнан за Перекоп. Но нашлись люди, которые сообщили Карлу, что хан замыслил сдать его на милость врагов, как только эскорт пересечет северную границу Турции. Услышав эту клевету, Карл сразу же в нее поверил и отказался ехать, потребовав от султана гарантий своей безопасности. Девлет-Гирей оскорбился, и старая дружба стала разрушаться на глазах, а мнительный король вообще прервал все контакты с ханом. Гирей не мог поверить, что его блестящий план рушится. 5 февраля он в последний раз предложил Карлу свой 40-тысячный эскорт, тот снова отказался в оскорбительных выражениях, и хан отступился.
хан согласился принять от султана Ахмеда III хаты-шериф, полномочия поступать по своему усмотрению с выступившим против воли султана опальным королем. Если Карл будет им, хану и Сираскиру вооруженной рукой противиться, чтобы его подданных и его самого без всякого изъятия до смерти побить. В тот роковой день Халабалыка к Карлу приезжал посланник, уговаривал его принять предложение султана, но все было напрасно. И во второй половине дня хан со своим войском выступил из Бендер-Кварницы. Именно он вручил Карлу ультиматум о немедленном выезде за пределы империи. Но Карл, даже будучи окруженным в доме крепости, не собирался принимать условия султана. Наконец, после 18 суток блокады резиденции, ханские войска, усиленные янычарским отрядом, направили стволы полевой артиллерии на группу построек, где укрывались шведы. Шведы отчаянно дрались с превосходящими силами противника. Погибли многие татары и турки. Многих порубили, и 300 человек в полон взяли. А сам король с некоторыми знатнейшими офицерами заперся в своем дворе, хотя по тому двору стреляли и бомбы с двух сторон бросали, но не могли оного добыть. Штурм длился 3 дня, и лишь в ночь на 4-й, когда загорелся королевский двор, король с 15 офицерами сдались в плен. О татарине Липке, воине, взявшем в плен короля, писалось и в российской газете. На этом Халабалык и закончился. Значение Халабалыка было крайне своеобразным. Накануне этого события 3 великие державы очутились в политическом тупике. Петр не мог вывести войска из Польши, пока Карл подстрекал турок к войне с Россией, демонстративно отказываясь покинуть Порту. Карл оставался в Турции, резонно опасаясь пересекать территорию Польши, пока там рыщут русские отряды. А Ахмед III не мог насильственно выслать шведского короля, согласно священной шариатской традиции, гость неприкосновений. С другой стороны, Турция была буквально принуждена русскими, открыто нарушавшими Прудский договор, к объявлению царю войны, в которой была абсолютно не заинтересована.